Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 35 минут в этой студии мы обсудим с гостями основные новости и события, которые появились в украинской информационной повестке дня и которые непосредственно касаются временно оккупированных территорий. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона, так что вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу +3 8067 63 46 130, а также можете присоединяться по скайпу. atr.tv – это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы, нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем практически все наши программы в записи. И поддержать Первый крымско-татарский вы можете, подписавшись на наш Patreon. Ссылку также режиссеры периодически выводят на экран. Можете пройти по той ссылке, которую можете видеть на ваших экранах вот сейчас, выбрать уровень поддержки и стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это будет помогать нам продолжать работать на непростом информационном фронте. Этот блок я бы хотела начать со следующих новостей. Российская Федерация начала переброску военных вертолетов к украинским границам. Это может свидетельствовать о том, что Москва продолжает подготовку к масштабному вторжению в Украину. Сообщается, что официальные лица США говорят о начале переброски военных вертолетов. По их словам, стягивание российских войск замедлилось, но возле украинских границ еще остается около 100 тысяч военных. Издание отмечает, что стягивание ударной авиации, боевых и транспортных вертолетов, а также шумовых истребителей может стать решающим преимуществом России, если руководство страны решит вторгнуться в Украину. Эти материалы были опубликованы в американском издании New York Times. Также The New York Times опубликовала карту с приблизительными расположениями военных и техники России возле Украины. Карту составили на основе данных от украинских и западных официальных лиц, а также независимых военных аналитиков и спутниковых снимков. По данным украинских и западных официальных лиц, сейчас на границе Украины находится около 100 тысяч военнослужащих Российской Федерации. В то же время, по оценкам спецслужб США, Кремль разработал план военной операции с участием до 175 тысяч военнослужащих. На Донбассе же начато мероприятие недели боевой и мобилизационной готовности. Также отрабатываются вопросы до укомплектования воинских частей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны України. Подробнее в их цитаті. Також відпрацьовуються питання до укомплектування військових частин оперативного угрупування російських окупаційних військ мобілізаційними ресурсами. Здійснюється перевірка роботи розгорнутих пунктів прийому, особового складу та військової техніки. Ну а вчера высокие представители Соединенных Штатов Америки и России в Женеве провели переговоры по так называемым гарантиям безопасности, предложенным российской стороной, которые были выдвинуты в середине декабря Соединенным Штатам и Североатлантическому альянсу. Вчера в Женеве эти переговоры между Россией и США продлились на протяжении 8 часов. Власти России потребовали железобетонные гарантии от Соединенных Штатов, что Украина и Грузия не вступят в НАТО. После переговоров замминистра иностранных дел России Сергей Рябков провел пресс-брифинг. И вот основные тезисы, которые он озвучил. Росія заявила США, що не планує нападати на Україну. Росія вимагає, щоб НАТО відмовилося від країн, які вступили до Альянсу після 1997 року. Росія хоче залізобетонних гарантій того, що Україна та Грузія не опиняться в НАТО. Росія не побачила прогресу у питанні відмови НАТО від розширення на схід. Представитель Соединенных Штатов Америки на переговорах, заместитель госсекретаря США Антони Блинкена Венди Шерман, также провела брифинг с журналистами после дискуссии с Рябковым. И вот какие основные тезисы прозвучали из уст представителя Соединенных Штатов Америки.
США чекають відведення російських військ від кордонів України, оскільки це стане сигналом до деескалації ситуації. США готові обговорювати з Росією розміщення ракет та військові навчання в Європі, але на умовах взаємності. США вірять у можливість прогресу, але для цього Росія повинна почати деескалацію. США не дозволить Росії закривати двері НАТО для інших країн. США готові ввести санкції проти ключових інститутів Росії у разі нападу на Україну. США продовжать консультації з союзниками та партнерами. С нами сейчас на прямой связи украинский политический деятель, экс-вице-премьер Автономной Республики Крым Андрей Сенченко. Пане Андрею, вітаємо вас. Селям алейкум. Доброго вечера. Доброго вечера. Пане Андрею, как вам все эти переговоры, которые сейчас проходят в Женеве по так называемым гарантиям безопасности? Ну, я поки що не називав це переговорами, тому що, по-перше, рівень представництва – це не ті люди, які ухвалюють рішення. Навіть не ті люди, які мають мандат на те, щоб повноцінно представляти кожній свою країну. Тому це, скоріше, такі розмови і консультації. Але що стосується поведінки Російської Федерації, вона намагається шантажувати весь світ. І питання НАТО – це насправді така димова завіса, тому що все завдання, яке внутрішнє таке має Кремль, це зруйнувати Україну як незалежну державу, як приклад для російського народу, приклад того, що відносини між владою і суспільством можуть бути зовсім інші, і що можливо нажити постійно, маючи якісь там проблеми, жахливу поведінку цих всіх репресивних структур, як це відбувається в Росії. У нас теж, ми ще не зразок демократії, але це зовсім інша країна, ніж сьогоднішня Російська Федерація. І тому їх мета, вона залишається. А все інше, ці розмови про НАТО, про щось інше, вони виготовлюють щось, інший привід для того, щоб намагатись залякати Україну, українське суспільство і світ військовою силою. Ну, то есть, по-вашему, вот те все требования, которые были выдвинуты Россией по так называемым гарантиям, да, не расширение НАТО на восток или возвращение статуса КВО 1997 года, это все, в принципе, профанация, понимая, что сейчас НАТО и США не пойдут на эти требования? Поскольку вы перешли на русский язык, я так понимаю, ориентируясь на вашу аудиторию, я тоже тогда перейду и скажу вам следующее. Это все не профанация, потому что Россия ведет войну с Украиной, цивилизованным миром, но это не война во вчерашнем представлении, когда там танковые колонны наступают, это многовекторная, многосферная спецоперация, такая активная операция с использованием средств разведки, диверсионных средств, дезинформации, пятой колонны на территории как Украины, так и во многих европейских странах и в Соединенных Штатах. Там активно работает российская агентура, вмешивается в выборы, вмешивается во внутриполитические процессы. Задача глобальная – дестабилизировать западный мир, опорочить демократический путь развития и представить так, что конкурентоспособными могут быть только страны, которые возглавляются авторитарными лидерами. Ну а как-то вопросы их клептократии, они как бы остаются вроде как в тени. Но что касается Украины, Молдовы, Грузии, то, безусловно, демократические перемены в наших странах, построение свободного общества – это смертельные примеры для путинского режима, вообще для всей этой кремлевской клики. Поэтому еще раз повторю, что они просто тестируют общественное мнение, мировое, украинское, на прочность в разных сферах. И там, где они почувствуют слабину, они начнут наступать.
Мгм. Ну, вот сейчас, очевидно, никакому компромиссу на протяжении 8-часовых переговоров стороны не пришли. Мы услышали заявление Рябкова, мы услышали заявление Шермана, и они, собственно, противоречат друг другу. А что дальше? Как дальше теперь будет действовать Россия, так как к компромиссу, к консенсусу не пришли? А ведь они на протяжении последних 2-3 месяцев качали пропагандой свою аудиторию, свой электорат и делали довольно жесткие заявления. И этот же Рябков говорил о том, что в случае, если не будет должного ответа от США и от НАТО, те будут применять военный ответ. То есть как будет действовать дальше Россия? Ну, давайте так, они качали не только свой электорат, они качали и украинское общество, и всю Европу практически, все страны. В повестке дня это чуть ли не вопрос номер 1. Они качали американское общество и американскую власть. И что-то им удавалось. И мы видим по тем заявлениям, которые делали политики в разных концах света, что, к сожалению, вот эти нити влияния или щупальца Кремля, они многих держат за горло. И многих впечатлила вот эта информационная агрессия. Но что они будут делать? Я думаю, что Россия в определенном смысле такой фальшстарт совершила, потому что наложились на это событие в Казахстане. И, безусловно, они не могли остаться в стороне, поскольку так же, как Донбасс в Украине, как Приднестровье в Молдове, как Абхазия и Южная Осетия в Грузии, точно так же Северный Казахстан они всегда рассматривали как плацдарм для ползущего захвата Казахстана, для расшатывания ситуации в этой стране. И то, что туда под видом миротворческого контингента этих путинских объединенных сил, так сказать, которых не включили войска стран, скажем так, находящихся в разной степени зависимости от Кремля. Безусловно, это все равно вся группировка контролируется сегодня Кремлем, Путиным, и они не собираются оттуда уходить, независимо от того, что заявляет сегодняшнее руководство Казахстана. Что там 10 дней и все пошли закрыты. Ничего подобного. Поверх они там останутся. Это означает, что военные силы России растянуты на достаточно большой территории. И это не единственная проблема. Им надо контролировать Беларусь, которая уже там условно согласилась с неизбранным президентом Лукашенко. И в любой момент эта ситуация может подняться температура. Поэтому сказать, что у них сегодня есть возможность для того, чтобы собрать силы в кулак и ударить по Украине, я думаю, что нет. Но это не повод для того, чтобы расслаблялись украинские военные. И надо понимать, что все 8 лет войны Россия каждый день только увеличивала давление на Украину. Просто это давление было в разных плоскостях. В военной, в информационной, в экономической. Пятая колонна здесь бесчинствовала в стране. Но суммарное давление по всем этим направлениям и во всех этих плоскостях, оно только нарастало. Они никогда не отступали на шаг, потому что цель уничтожения нашей страны для них остается суперактуальной. Сейчас наши западные партнеры, Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз предупреждают Россию о том, что в случае, если она попытается осуществить очередную военную интервенцию в нашу страну, то это повлечет за собой адские санкции, говорят США и в Европейском Союзе. То есть говорят о том, что ведут санкции уже постфактум очередной агрессии. И вот как получается, Россия сегодня шантажирует Украину и весь Запад новой войной. Запад говорит о том, что мы введем санкции в случае вторжения, но ведь вторжение уже произошло 8 лет назад. Уже Крым оккупирован, на территории Крыма репрессии, на Донбассе продолжается российская военная агрессия, идет реальная война. Получается, Россия сейчас угрозами войны, в принципе, можно сказать, выигрывает, так как про Крым и про Донбасс стали говорить меньше. Где в этой всей истории Крым?
Знаете, проблема, к большому сожалению, в том, что и украинское общество, и многие украинские средства массовой информации, и многие политики путаются в определении того, что происходит. И начнется война. Вы абсолютно правы, война идет уже 8 лет. Начаться не может то, что идет уже 8 лет. Это может быть там новая фаза войны. Но вот до тех пор, пока будут путаться наши с вами соотечественники в этих очень важных терминах, чего мы можем ожидать от Европы, от наших заокеанских партнеров? Ну, там тоже не все живут Украиной этими событиями. И поэтому вот эта путаница, она и приводит к тому, что Кремль шантажирует всех подряд и угрожает какой-то там войной, хотя мы с вами об этом уже сегодня говорили, война идет 8 лет. Поэтому я думаю, что очень важно объяснить Западу о том, что поздно потом вводить санкции. То есть агрессор, есть его последовательные действия на уничтожение Украины, последовательные угрозы восточному флангу НАТО. И это же не только на Украину проецируются эти угрозы. Вот сейчас уже там такие мракобесы, как Ревков, стали откровенно заявлять свои претензии на балтийские государства, на Польшу, на многие другие страны, которые когда-то там входили или в состав Советского Союза, или Восточного блока, там, Варшавского договора. То есть эти мракобесы живут еще вот теми категориями, которыми жила власть в Советском Союзе. И поэтому на самом деле их нужно просто изолировать от общества. Для этого сегодня должны предприниматься меры. И все эти пацифистские настроения, вот мы в ответ на пушки там какие-то экономические санкции, мы не призываем сегодня развязывать большую войну. И Украина никогда не была агрессивным государством. Но мы настаиваем на том, что мы должны иметь право на оборону, и мы должны иметь возможности на оборону. Я думаю, что украинской власти нужно возвращаться к вопросу, который уже президент Зеленский поднимал год назад, когда проводили опрос во время местных выборов. И пятым вопросом там был вопрос о возможной активизации Будапештской гарантии. Я думаю, что сейчас самое время именно в эту плоскость поворачивать. А как мы можем активизировать вопрос Будапештского меморандума? Ведь, насколько я знаю, в 2015 году, вы меня поправите, вроде этот вопрос поднимался, и даже проводились консультации, что, впрочем, прописано в этом документе по гарантиям безопасности Будапештского меморандума. А как еще сейчас можно задействовать? Ну, вы знаете, у вас ошибочная информация. Я могу сказать, что первый, кто начал поднимать этот вопрос, это Великобритания, и это произошло впервые 1 марта 2014 года, когда по настоянию Великобритании было проведено экстренное заседание Совета Безопасности ООН. И британский посол на то время в ООН, господин Грант, начал свое выступление со слов «Мы, Великобритания, страна, которая является гарантом безопасности Украины по Будапештским соглашениям». Но после этого почему-то господин Порошенко среди уволенных им, там, по-моему, 26 послов, представителей Украины в других государствах, в том числе уволил посла Великобритании, и, я могу ошибаться, но не менее 11 месяцев в стране гарантии была вакансия. Это означало, что никто реально не работал ни с властью, ни с политическими элитами, ни с обществом, ни со средствами массовой информации по поводу реализации Будапештских гарантий. Мне известно о том, что было 2 или 3 письменных обращения британского МИДа в наш МИД в 2015 году на тему как раз активизации этих гарантий. Но, к большому сожалению, все 8 лет войны у украинской власти почему-то не хватало духу поставить вопрос о Днепре. На самом деле у нас есть право и не просить ответа, потому что мы пошли на беспрецедентный шаг, мы значительно снизили угрозу ядерной войны в мире, когда отдали 3 по мощности ядерный арсенал. И не надо стесняться
об этом напоминать. Более того, там есть расчеты финансовые, а какую выгоду получили страны НАТО, поскольку они все связаны со странами-гарантами, я имею в виду с Соединенными Штатами и Великобританией, в связи с тем, что Украина отказалась от ядерного оружия. И это огромные цифры. Я думаю, что сейчас самое время не искать какие-то непонятные новые эфемерные форматы. Да, мы понимаем, что нормандский формат, нужно встречаться, нужно говорить, но энергетики этого формата не хватит для того, чтобы решить проблемы деоккупации Крыма и Донбасса. И продолжая там все эти разговоры, по крайней мере, на тему обмена заложниками, репрессированными российской властью жителями оккупированных территорий Украины, это важная гуманитарная составляющая. Но по большому счету решать этот вопрос нужно, на мой взгляд, Соединенными Штатами и Великобританией, и решение в плоскости доведения санкций, не дожидаясь новой фазы российской военной агрессии, доведения санкций до уровня, который бы принудил Кремль к миру и возвращению всех оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Но вот в этом контексте основным аргументом противников введения жестких санкций против России среди американского истеблишмента это то, что говорят, вот в случае, если Россию полностью убить экономически, то начнется ядерная война, и Путину не останется ничего, кроме как задействовать вот этот чемоданчик, который он носит рядом с собой. Это так? Это на самом деле это чушь, потому что, знаете, дочери Путина, они же тоже живут, извините, не в России. Вот, а имеют недвижимость, там замки и так далее в Западной Европе. У Лаврова, его там дочь, насколько я знаю, вообще гражданка США и проживает с семьей там уже порядка 20 лет. И так далее. Поэтому это все страшилки, это все может быть в расчете там, на российского обывателя, можно там играть этими мускулами. Вот. Поэтому даже при всем том психозе, который сегодня присутствует в российской власти, я не верю в такой вариант развития событий. И никто не говорит об уничтожении Российской Федерации. Ну, простите, мы им никогда не желали зла. Да, были соседи, они хотели жить так, это их право. Но мы дорожим своим правом жить иначе и строить свою страну так, как мы хотим, и жить в ней так, как мы хотим. Они сюда вторглись. И поэтому речь идет не о разрушении Российской Федерации, а о том, чтобы довести санкции до такого уровня, чтобы у Путина была дилемма, или вернуть статус-кво, вернуть оккупированные территории Украины, извиниться перед каждым гражданином, заплатить компенсации нанесенного ущерба и заняться внутренними проблемами своей собственной страны. Скажите, а вот от чего зависит сейчас принятие этих санкций? Это украинская дипломатия, украинская политика в этом вопросе и в вопросе активизации, интенсификации Будапештского меморандума недостаточно работает, либо действительно нет вот этой политической воли сегодня у наших западных партнеров, ну или Байден уже не тот, помните, в начале предвыборной кампании в США, как в Украине на него возлагали надежды? Ну, знаете, во-первых, ожидать, что где-то на Западе власти других стран будут более проукраинскими, чем украинская власть, но наверняка наивно. Безусловно. Поэтому тут должен работать такой принцип, что мы должны сделать свое домашнее задание, мы должны сделать максимум того, что может сделать украинская власть для укрепления собственной армии, для мобилизации сил украинского общества на защиту своей страны. В конце концов, для того, чтобы мы перестали путаться в словах и четко понимали, в чем наша цель, как действует наш враг, и что у нас не может начаться война, а идет она 8 лет. Вот когда мы перестанем в этом путаться, и когда мы сами начнем предъявлять счета, а у нас есть право сегодня формировать
повестку дня, как у страны, которая на самом деле пошла на беспрецедентный шаг в интересах всего человечества. Именно вот так должны ставить вопрос украинские власти. И вот когда мы свое задание сделаем домашнее полностью, тогда мы должны очень сильно и последовательно, энергично поработать в каждой стране. Потому что в каждой стране у нас есть посольства, есть украинские диаспоры, где-то больше, где-то меньше. Но, как правило, это уважаемая часть общества. И там же и в Великобритании, в Италии, в Соединенных Штатах, в Канаде, в Австралии, где угодно. И обратиться к диаспорам, но обратиться с конкретным планом, как действовать. И дальше начинать плавно работать с общественным мнением, с правительствами, с элитами, со средствами массовой информации. Это не такая простая история отоварить гарантии. Это не вопрос, там собрались, побеседовали, и все, это пошло вперед. Потому что отдавать долги — это всегда дорого, это всегда не хочется, потому что это всегда стоит денег, нервов, усилий каких-то. И поэтому мы очень плавно должны подвести всех наших западных партнеров к тому, что да, за то, что в свое время делала Украина, это нужно платить деньгами, усилиями, антироссийскими санкциями. Андрей Веленович, и вместе с этим вот вы затронули тему Казахстана. У меня здесь тоже несколько вопросов. Интересно ваше мнение вообще, что произошло в Казахстане и как вы думаете, это в принципе было изначально инспирированная спецоперация спецслужбами ФСБ РФ или Казахстана, или же все-таки они подхватили вот эти массовые протесты и уже постфактум вмешались в ситуацию, если мы говорим о такой гибридной оккупации Казахстана со стороны России сейчас? Ну, вы знаете, я думаю, что вряд ли, при том, что Казахстан всегда был в поле интересов, и они всегда рассматривали, я еще раз повторю, Северный Казахстан как потенциальный плацдарм, там, русскоязычные регионы для экспансии в Казахстане. Но я не думаю, что вот именно в этот момент это было результатом какой-то спецоперации. Во-первых, потому что им это было сейчас невыгодно. Это, по сути дела, свело уже к фальшстарту вот эти усилия по шантажу всех и вся в связи с угрозой новой фазы войны с Украиной, оттянуло их силы. Они просто не могли мимо этой истории пройти. Но то, что произошло, на мой взгляд, совершенно логично. Это демонстрирует всем клептократическим режимам авторитарным, что от мнимой стабильности до, по сути, революционной ситуации один шаг. Это то, чего боится Путин в России. И поэтому, как он сказал, они не могут позволить победе цветных революций. Очевидно совершенно, потому что не понимают, что следом то же самое произойдет в России. Но это все равно неизбежно. Оно там все равно произойдет. Но, с другой стороны, еще очень было трагикомичным, наверное, так я это назову, участие в этой всей операции Никола Пашиняна, который, в принципе, объявил о вводе сил ОДКБ на территорию Казахстана. И напомню нашим телезрителям, что Никола Пашинян пришел к власти как раз благодаря этой цветной революции. Знаете, вот однажды став на эту скользкую дорожку сотрудничества с агрессором, очень сложно уже. Ты уже считаешь, что тебя уже завербовали. Но просто я еще раз скажу, что поведение России, это резкий ввод войск в Казахстан, это даже не столько характеризует уровень того, что там произошло в Казахстане, и испуг казахских властей, он совершенно очевиден. Но это реальный испуг Кремля в связи с тем, что они, оказывается, они утратили контроль. Они же предполагали, что они там ситуацию понимают, контролируют и не ожидали этого. И это говорит о том, что то же самое может в любую секунду произойти в России. Вот те постоянные, не прекращающиеся, я бы даже сказал, усиливающиеся каждый день
репрессии в Крыму и в отношении крымских татар, и в отношении активистов разных национальностей, людей, которые активно не принимают эту оккупацию, или просто живут, но относятся, по мнению Кремля, к группе риска, так вот эти массовые усиливающиеся репрессии – это как раз симптом абсолютной неуверенности кремлевского режима. Это демонстрация не силы, это на самом деле демонстрация слабости. Вот вы упомянули репрессии в оккупированном Крыму. Действительно, как раз после успешно проведенного инаугурационного саммита «Крымская платформа» мы видели очередную волну репрессий в Крыму и с задержанием видного крымстарского политического деятеля, вам хорошо известного Наримана Джеляла. Вот как вы сейчас оцениваете эффективность Крымской платформы? Ведь все то, что произошло в Крыму, казалось бы таким проверкой для Крымской платформы. Вот прошла ли платформа эту проверку? Ну, вы знаете, я считаю, что это супер важная инициатива, наверное, самая важная в отношении вопроса деоккупации Крыма за все 8 лет войны. Просто ожидать от того, что только в формате Крымской платформы мы добьемся деоккупации Крыма, было бы наивно. Но на самом деле это вернуло Крым в международную повестку дня, это реально испугало Кремль. И понятно, что они не могли ответить зеркально, поэтому они пошли по знакомому им пути, они пошли раскручивать маховик репрессий в Крыму. Но это как раз демонстрация, еще раз повторю, испуга, в том числе в связи с Крымской платформой, в связи с той стартовой поддержкой, которая, хочу в это верить, уровень этой поддержки будет расти каждый день. Просто украинской власти нужно очень тонко действовать. Вот что делает Путин в своей агрессии? Он постоянно тестирует тем 8 лет Украину и западное сообщество на предмет того, что если он пойдет вперед, то как ему ответит Украина, каковы будут его потери. И если он пойдет вперед, каковы будут действия Запада, и насколько они будут ощутимы для Российской Федерации. И если, не дай Боже, он почувствует слабину в каком-то из направлений, он мгновенно пойдет вперед. Ну, честно говоря, копировать нам агрессора не нужно, но мы должны не допускать никакой слабины в, ну, скажем так, в нашем общении с западными партнерами. Мы не должны сами забывать и не должны позволять им ни на секунду забывать, что Украина — это не просто какая-то страна на границе с Российской Федерацией, у которой своя собственная война или конфликт с Россией. Украина — это страна, которая защищает цивилизованные силы жизнями своих солдат, защищает цивилизованный мир от нападения вот этой, извините, кремлевской клики. Потому что их амбиции — это не только Украина. Украина — это та страна, которая, еще раз, сделала то, что никто до нас и после такого масштаба действий не делал, для того, чтобы снизить уровень угрозы ядерной войны. Так вот, мы должны каждый день об этом напоминать. Мы должны каждый день выбирать ту слабину, которая где-то, возможно, есть в наших отношениях с западными партнерами. То есть мы должны наступать. Дякую вам дуже, пане Андрію. Чохсагл, что нашли время и подключились к нам в эфир, ответили на наши вопросы. Дякую. Андрей Сенченко был с нами на прямой связи, украинский политический деятель и экс-вице-премьер Автономной Республики Крым. А я с вами не прощаюсь, мы сейчас прерываемся буквально на 5 минут. Далее эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман» на украинском языке. Наши журналисты подготовили для вас самые актуальные новости. Не пропустите, а после мы вернемся в эту студию и продолжим наш эфир. Куршкенч.